Здравствуйте, уважаемые читатели «Кактус Медиа». Сегодня мы с вами говорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и важности поддержания здоровой микрофлоры кишечника. И у нас в гостях заведующий отделением гастроэнтерологии Национального центра кардиологии и терапии, президент Общества гастроэнтерологов Кыргызстана Джумабаев Мамреим Нарынбаевич. Здравствуйте. Добрый день. Я посмотрела на сайте Центра электронного здравоохранения Минздрава статистику, и, честно говоря, если я правильно ее понимаю, то я в ужасе. Потому что там указано, что на 100 тысяч населения заболевания ЖКТ составляют в 2022 году 2182 человека, и в 2023 2494 человека. Но это большие цифры. Может быть, у вас есть какие-то более актуальные данные, и расскажите, что является причиной такой статистики. Ну, это действительно цифры кажутся огромными, но более того, еще можно добавить, что эти цифры-то идут от обращаемости, то есть тот человек, который пришел к врачу и получил какую-то помощь. А есть куча людей, очень много людей, которые пребывают дома, лечатся, так называемое телефонное лечение, да, у друг друга спрашивают, или же по совету товарища Гугла начинает лечиться. То есть эти цифры, они могут быть еще больше. И стоит обратить еще внимание, какие болезни вообще могут увеличиваться и какие самые большие. Да? Ну, во-первых, это, скажем так, относится и к заболеваниям желудочного кишечного тракта, это ожирение и сопутствующие ей, так называемая жировая болезнь печени. К сожалению, у нас также растет и рак желудка, если ранее он был у мужчин на первом месте, у женщин на третьем месте, вот последние годы он сместился как у мужчин, так и у женщин на первое место. Что является причиной такого обильного или очень высокого развития этих заболеваний? Ну, во-первых, вероятнее всего, это наш образ жизни, наше питание и то, что нас окружает, да? То есть стрессы, работа в режиме 7/24, обилие информации, которую нам тяжело переварить. Более того, из той же цифры я могу примерно констатировать, что в современной гастроэнтерологии, например, да, считается, что очень много функциональных состояний. То есть из всех обратившихся к нам пациентов где-то 25%, в среднем 1/4 может иметь какую-то органическую патологию. А остальные 75% это те пациенты, у которых эти проблемы связаны с образом жизни, с психоэмоциональным состоянием, да, так называемые функциональные заболевания. И, к сожалению, можно также констатировать, что хуже всего они лечатся, да, потому что как только появляется стресс, у этих людей вновь болезнь возвращается. Как только стресс уходит, возвращается радость, эти болезни тоже возобновляются, потому что вот это психоэмоциональные качели, они очень сильно влияют на работу, само функционирование желудочно-кишечного тракта. Да, жизнь у нас непростая пошла. А что не так с питанием? Вы знаете, мы, с одной стороны, как бы вестернизировались. Мы, кстати, когда мы кому-то за рубежом, вне Кыргызстана или в Кыргызстане кому-то пришлому рассказываем о нашей стране, мы всегда начинаем говорить, что у нас мультикультурная страна, у нас мультикультурное питание, да, то есть то, что мы кушаем, и начинаем перечислять, и в этот разряд входят, начиная от восточной кухни, заканчивая фастфудами. Да? К сожалению, современное состояние общества, когда оно очень много работает, все делает на бегу, приводит к тому, что очень много людей в основном питается фастфудами, особенно молодежь. А это одна из самых неблагополучных или вредных видов питания. Плюс агрессивная реклама. Мы можем включить телевизор, и с утра до вечера мы раз 10 увидим про освежающий или прекрасный напиток, который нам придает силы, который придает нам
возможность дальше работать. И основная часть, которая очень подвержена рекламному влиянию, начинает употреблять в большом количестве те же самые подслащенные напитки, содержащие в очень большом количестве сахар, да, что в свою очередь тоже сильно влияет на наше состояние, наше здоровье и в конечном итоге приводит ко всем этим заболеваниям, про которые вы говорили, статистику которого вы приводили. Мгм. Вот какие из этих заболеваний связаны именно с нарушением микрофлоры кишечника и почему это происходит? Вы знаете, я когда с самого начала сказал, начал говорить про то же самое ожирение, да, например, бич современности. Но на сегодняшний день установлено, что то же самое ожирение, избыточная масса тела, оно в какой-то степени связано с изменением микрофлоры кишечника. Другая часть нашей жизни – это боясь заболеть или же упредить начало болезни. Мы очень активно используем антибактериальные препараты. Вот, к примеру, если за рубежом попытаться купить не только антибиотик, а любой другой препарат, это не удастся, потому что без рецепта не выдается. В наших условиях, в условиях Кыргызстана, к сожалению, каждый человек может купить любой препарат, в том числе антибиотики, в аптеке без рецепта, и они начинают ей пользоваться, да? Потому что вот те же самые антибиотики, про которые мы говорим, там, название, скажем так, амоксициллин или цефтриаксон, это знает каждая бабушка, и по каждому случаю они начинают ей пользоваться. Обилие использования антибактериальных препаратов, соответственно, приводит к изменению микрофлоры кишечника. И вы знаете, запускается следующая ступень, то же самое ожирение, то же самое антибиотикоассоциированная диарея. Плюс мы на сегодняшний день, кстати, вот микрофлоре кишечника уделяется огромное внимание и считает, что он лежит в основе почти всего, да, многих, в том числе и нашего ментального состояния, нашего здоровья. И, соответственно, вот все изменения нашего питания, нашего образа жизни приводят к изменению микрофлоры кишечника, которые в конечном итоге отражаются уже органически на самом здоровье. Вот если не самостоятельно употреблять антибиотики, а по рецепту врача, то врач, медик обязательно еще и пробиотики, да, прописывает после Ну, в курса принципе, антибиотиков. да, вы знаете, вот в отношении пробиотиков очень разное было мнение, очень разное мнение, кто-то его считает, вот как я сказал, основа многих вещей, в том числе ментальности нашей, да, там считают чуть ли не развитие каких-то неврологических, очень известных болезней с этим связано. Кто-то считает это, как принято говорить, фуфломицином. Однако, вот буквально в 2017 году, потом пересмотр был в 2023 году, Всемирная организация гастроэнтерологии выпускает такие рекомендации, как пробиотики, пребиотики, то есть обращает на это внимание и говорит, что это важно, что это жизненно необходимо для нас. Дело в том, что нужно иметь в виду и всегда учитывать, что там не идет речь обо всех микробах, которые присутствуют в кишечнике. Да? Там что же присутствует? Положительные и условно патогенные, которые в обычной жизни находятся в подавленном состоянии, а как только возникает возможность, то есть это употребление антибиотиков, снижение иммунитета, стресса или изменение питания, когда мы переходим на углеводное питание, как с тем же фастфудом, да, оно перестраивается и начинает давлеть, превалировать над обычной полезной микрофлорой. То же самое, например, бифидолактобактерины, да, которые являются основными положительными нашими бактериями, но и даже среди этих бифидо- и лактобактеринов есть определенные штаммы, которые играют роль. Вот. И, соответственно, изменение вот этой микрофлоры, состава микробов, оно приводит к развитию не очень хорошего нашего здоровья.
Честно говоря, я и сама до сегодняшнего дня недооценивала значение пробиотиков. Вы расскажите, пожалуйста, если можно, доступным языком, как они работают. В нашем кишечнике живут эти бактерии, да? Скажем так просто. Бактерии разные, вариантов микробов этих куча. Но я уже сказал, они делятся на полезные и вредные. Чем они занимаются? Они занимаются всем, в принципе, начиная переработки каких-то пищевых продуктов, которые к нам поступают, и заканчивая всасыванием, помогает всасываться тем же микроэлементам и тем же витаминам. Да? Плюс еще они именно играют роль в обработке, переработке той же клетчатки, самой полезной части пищи, которая к нам поступает. Вот я говорил про ожирение и микрофлору кишечника. Да? Какая там может быть связь микрофлора и ожирения? Там оказалось, что у части людей начинают превалировать те микробы, которые играют на создание энергосберегающих таких, скажем, элементов. Да? То есть они больше настроены выработать и переработать пищу так, чтобы он ушел в запас и чтобы он сохранился. То есть это, в принципе, природное стремление сохранить жизнь и получить запас, чтобы при необходимости его можно было бы использовать. Но наша гиподинамия приводит к тому, что мы эту энергию не употребляем или же не сжигаем, и он сохраняется в виде жира, грубо говоря. Хорошо. На что обратить внимание при выборе пробиотиков? Вот пробиотические препараты, их вообще можно разделить на пробиотики, пребиотики, и когда они вместе, пребиотики – это не сами микробы, это составная часть или, скажем, продукты, которые усиливают или помогают развиваться, размножаться тем или иным полезным или вредным микробам. Да? И, соответственно, вот современные пробиотики, они выпускаются в таком составе, чтобы была полезная часть, там 4-5 штаммов полезных бактерий, это чаще всего бифидолактобактерины, плюс могут быть сахаромицеты, плюс могут быть еще дополнительные какие-то включения, и с ними вместе идут так называемые пребиотики, которые служат для них питанием, чтобы они могли быстрее, успешнее развиться и подавить всю эту нехорошую микрофлору. И, соответственно, когда пробиотики и пребиотик вместе идут, они называются симбиотиками. Это раз. Во-вторых, пробиотики, они делятся на комбинированные, то есть когда в составе этого пробиотика имеется несколько штаммов этих микробов, как я уже сказал, это самый оптимальный вариант, там 4-5 составных, и монокомпонентный, когда есть только один вид того или иного микроба. Да? Это не самый лучший вариант. Плюс в этих же пробиотиках могут в составе их быть какие-то микроэлементы плюс витамины. Что мы должны выбирать? Когда мы выбираем пробиотики, мы должны ориентироваться, во-первых, на его состав, то есть какие бактерии есть. Я уже сказал, любые не подходят. В основном должны быть это бифидо и лактобактерины. Штаммы, они тоже расписаны четко. В принципе, в рамках передачи их объяснять и очень долго говорить про них, я не думаю, имеется смысл, но они должны быть комбинированы. Во-первых, и во-вторых, там должен быть определенное количество их. Да? Это вот то, что, например, для младенцев достаточно там до миллиарда 300, и чем выше возраст человека, тем больше должно быть этих бактерий, микробов. И плюс, смотрите, почему вот эти пробиотики иногда называли, что это те препараты, которые, в принципе, не будут действовать. Да? Почему? Потому что его употребление в пищу приводит к тому, что он попадает в желудок, где он должен, по идее, уничтожиться соляной кислотой желудка.
И это раньше и происходило. И считалось, что до конца, до кишечника доходит всего лишь 5% тех микробов, которые мы употребляем. Но на сегодняшний день вот развитие технологий, развитие вообще науки привело к тому, что появились определенные способы защиты этих микробов. То есть там есть двойная защита, например, когда состав он начинает раскрываться именно в кишечнике, да, потому что, там, опять же, это химическое такое взаимодействие, и вот эта оболочка, она начинает растворяться при щелочных или нейтральных средах, когда pH очень такой высокий, да, и, соответственно, это привело к тому, что вот эти пробиотики, симбиотики, они успешно доходят до кишечника, где они начинают работать и, в принципе, приступают к своей основной деятельности. Мгм. Вы, как гастроэнтеролог с большим стажем, что обычно назначаете? Ну, вы знаете, этих препаратов хотя много, но в последнее время, например, тот же НБЛ Gold, который, кстати, вот здесь у вас стоит, например, у тех же детей идет НБЛ АТЭП, да, потому что там же, с одной стороны, опять же, эти пробиотики, когда дают детям, говорят, надо смотреть его состав, чтобы не было каких-то аллергенных составных. И в то же время на сегодняшний день принято, что определенный состав этих же микробов в конечном итоге может привести к подавлению этой атопии. И, соответственно, у этих детей, которым эти препараты дают, они уменьшают их аллергическую настороженность и аллергическую реакцию. Мгм. Вот. Существуют и другие, их масса. Каждый раз мы просматриваем состав все-таки, да, и, это у человека обычно бывает, так скажем, привычные какие-то вещи, к которым он привык, которые он знает, и поэтому назначает, поэтому на другие вещи он как-то меньше внимания обращает. Мгм. Давайте резюмируем и дадим прям вот краткие советы читателям, как не попадать к вам на прием, либо заподозрить, что надо все-таки обратиться к гастроэнтерологу. Вы знаете, все-таки при любом случае, я в начале самом говорил, что у нас появилась очень большая прослойка, которая в сохранении своего здоровья ориентируется на газету ЗОЖ, да, и все запрашивают у Гугла. К сожалению, это не самый лучший вариант, ибо здоровье – это самое дорогое. И пытаться самому без образования это делать, когда рядом у нас доступность медицины довольно высокая по сравнению даже с, скажем, развитыми странами, где месяцами могут стоять в очереди, да, на того или иного специалиста. В наших условиях я все-таки перед выбором любых препаратов, в том числе и пробиотиков, хотя они и пишутся как БАДы, да, все-таки связаться с врачом, чтобы он откомментировал, что вам нужно больше всего. Опять же, эти же пробиотические препараты можно было бы рекомендовать людям, у которых сниженный иммунитет. То есть те, кто очень часто болеют, те, кто очень часто подвержены всяким простудным заболеваниям, каким-то инфекциям, острым вирусным инфекциям, людям, которые с этими пациентами постоянно контактируют, да, потому что даже если ты очень здоровый человек, например, тот же врач, но будучи постоянно в контакте с этими пациентами, ты в какой-то момент все равно приходится переболевать теми же заболеваниями, поэтому, чтобы иммунитет был сохраненный, нужно пить препараты. Я бы посоветовал, опять же, обратить внимание на вот эти препараты пробиотические людям, которые все-таки имеют избыточную массу тела и имеют определенное стереотипное питание, когда больше углеводное. У нас, например, питание очень с избытком углеводов. Можно их пить в некоторых случаях в обычной жизни от недели до 2, да? Но в тех случаях, когда имеется антибиотикоассоциированная диарея или какие-то
дисбиозы, связанные с изменением микробиоты, лечение от 3 недель и выше идет. То есть это длительный все-таки прием, потому что считать, что они сразу заселят кишечник, и он начнет очень быстро распространяться, очень тяжело, потому что та микрофлора вредная, которая живет в том же кишечнике, и которая на тот момент начала превалировать, она тоже же без боя не сдастся, да? Она тоже будет пытаться выжить, его нужно подавить. То есть это от 2 недель и выше в зависимости от состояния человека. Детям это тоже очень важно, потому что если у взрослых микрофлора кишечника как-то устоявшаяся уже, да, в зависимости от нашего питания, от нашего ментального состояния, то у детей оно еще не установившееся, особенно у младенцев и у детей до 6 лет. И, соответственно, если особенно вот то, что я сказал, они часто болеют, они часто шмыгают, или же они начинают ходить только-только в садик, в организованные коллективы, они должны, на мой взгляд, тоже в какой-то степени получать эти пробиотики. Спасибо большое, что пришли, было очень интересно. Спасибо, что пригласили. Я пожелаю вам и нашим слушателям и читателям здоровья, и пожелаю беречь свое здоровье и заниматься ею самим, да, потому что наше здоровье – это наше богатство, наша ценность, и никто за них не в ответе настолько, насколько мы сами должны быть. Но, тем не менее, при каждом случае необходима обязательно консультация врача или же, по крайней мере, советоваться с докторами в своей поликлинике, со своим лечащим доктором.